Непаўналетняга сына гэтай жанчыны супрацоўнікі Дзяржаўтаінспекцыі затрымалі за рулем аўтамабіля. Сюды хлопца разам з мамай запрасілі для вынясення вердыкту па дадзенай справе. Паколькі падлетак характарызуецца ў сваёй установе адукацыі станоўча і раней да адказнасці не прыцягваўся, то было прынята рашэнне на першы раз папярэдзіць. Очень-очень переживала, потому что, в принципе, сын хороший и сам деньги заработал на эту машину, как бы характеристика везде у него все хорошо. Но я думаю, что это будет уроком и для меня. В первую очередь, что я теперь буду еще больше следить, ну и для ребенка будет, ну и для всех остальных. Падчас пасяджэння камісіі па справах непаўналетніх было разгледжана некалькі дробных хулиганстваў и кіраванне подлетками транспортными сродками. В течение 7 месяцев совершено подростками только 2 преступления. В сравнении с прошлым годом это количество их уменьшилось на 5, их было 7. Но наиболее часто совершаемые правонарушения подростками – это они связаны с нарушением правил дорожного движения, управления транспортными средствами, это кражи, ну и печально об этом отмечать, в том числе и зачастую бывают преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических веществ. Как правило, на этих заседаниях рассматривается достаточно много различных вопросов, и административные материалы, которые рассматриваются, тоже касаются разных правонарушений. Сегодня плановыми вопросами рассматривали работу с опекунскими, приемными семьями. Сегодня также рассматривали работу с семьями, которые уже когда-то признавались нуждающимися в государственной защите. В целом работа по этим направлениям в Брестском районе налажена и налажена неплохо. Так, намеснік старшыні камісіі па справах непаўналетніх Брэсцкага района Ганна Карамышева наведала такія сем'і і праверыла, у якіх умовах выхоўваюцца дзеці. Гаспадыня гэтага дома была выхаванка дома-інтэрната. У яе 5 непаўналетніх дзяцей. Умовы пражывання адпавядаюць нормам. А где чье спальное место? Максим, Ангелина, Влад, Даша. Иногда меняю, потому что надо больше между собой. Астатнія сем'і, да якіх завітала інспекцыя па справах непаўналетніх, таксама маюць добрыя умовы пражывання. Некаторыя яшчэ працягваюць выпраўляцца. Так, гэта жанчына намагаецца выконваць усе бацькоўскія абавязкі, каб яе дзетак больш ніколі не забралі. Зараз у Брэсцкім раёне ў сацыяльна небяспечным становішчы знаходзіцца 137 детей з 58 сем'яў. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних детей прежде всего ложится на плечи законных представителей, родителей детей. Но есть такие семьи, где детей нужно защищать от самих родителей. В таких случаях комиссией по делам несовершеннолетних Брестского райисполкома принимается решение об изъятии данных деток из семьи. И в течение 6 месяцев субъекты профилактики района работают с семьями для того, чтобы обстановка нормализовалась и дети смогли вернуться в биологические семьи. Сёлета ў раёне адабралі 6 непаўналетніх з 4 сем'яў. Летась за аналагічны перыяд 9 з 5 сем'яў. Таксама ў 2019 годзе вярнуліся 11 дзяцей да родных бацькоў. За паўгода 2020-го – 1 дзяўчынка.